Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем рубрику «Читаем с библиоником» в рамках программы «Летнее чтение». Сегодня мы расскажем о сборнике сказок «Гора самоцветов», в который вошли сказки разных народов, в том числе и народов нашей республики. А собрал все эти сказки в единый сборник фольклорист и писатель Михаил Александрович Булатов. По многим сказкам этой книги была создана серия мультфильмов под названием «Волшебные сказки народов мира». Эти мультфильмы знакомы вашим родителям, вашим бабушкам и дедушкам. А сам сборник был назван в честь туркменской народной сказки «Гора самоцветов». А теперь усаживайтесь поудобнее и слушайте отрывок сказки из этого сборника. Итак, девушка-хвощинка. Говорят, однажды рано утром встала маленькая старушка, 5 коров хозяйка, и пошла в поле. На широком поле увидела она хвощинку траву с 5 отростками. Вырвала она хвощинку, не сломала ни корешка, ни одного отростка. Принесла хвощинку в юрту, положила на подушку. Потом вышла, села доить своих коров. Сидит и слышит, зазвенели в юрте бубенчики, колокольчики. Старушка бросила подойник, разлила молоко, прибежала в юрту, посмотрела, все как было, все на своем месте. На подушке хвощинка лежит, трава травою. Снова старушка вышла, села доить коров. Слышит, опять зазвенели бубенчики, колокольчики. Опять старушка пролила молоко. Прибежала, видит, сидит на постели девушка невиданной красоты. На белом лице ее, как драгоценные сверкающие камни глаза, с бровями, как 2 черных соболя. Эта хвощинка превратилась в такую девушку. Обрадовалась маленькая старушка, говорит девушке: «Будешь у меня вместо дочери». Стали они вместе жить. Однажды молодой охотник Харджит Берген отправился в тайгу. Увидел он серую белку и выстрелил в нее. Стрелял с раннего утра до заката солнца, а попасть все не мог. Вскочила белка на елку, с елки на березу, с березы перескочила на лиственницу. Добежала белка до юрты маленькой старушки и уселась на сосну. Харджит Берген подбежал к сосне и выстрелил в белку. Белка опять убежала, а стрела упала в дымовое отверстие юрты маленькой старушки. «Старуха, вынеси стрелу, отдай мне!» — крикнул Харджит Берген, но ответа не получил. Рассердился Харджит Берген, покраснел от гнева, вбежал в юрту, вбежал и увидел красавицу-девушку. От невиданной красоты ее обмер, рассудок потерял. Потом, ни слова не сказав, выбежал, на лошадь вскочил, домой поскакал. «Родители мои, — говорит, — у маленькой старушки 5 коров хозяйки, такая хорошая девушка, просите ее мне в жену». Отец Харджит Бергена тут же послал людей на 9 конях за этой красавицей. Прискакали посланцы к маленькой старушке, 5 коров хозяйки, увидели девушку и умерли от ее красоты. Потом очнулись, вышли вон. Один самый почтенный человек остался. Маленькая старушка говорит: «Отдай эту девушку молодому Харджит Бергену в жены». «Отдам», — ответила маленькая старушка. Спросили у девушки, пойдет ли она. «Пойду», — сказала девушка. «А колым такой, — говорит маленькая старушка, — пригоните мне столько лошадей и коров, чтобы тесно стало на моем поле». Живо пригнали на ее поле лошадей и коров, столько пригнали, что не сочтешь. Потом нарядили девушку,
одели быстро и ловко, привели чубарую лошадь, серебряную уздой взнуздали ее, серебряным седлом оседлали, привесили сбоку серебряную плетку. Харджитберген взял невесту за руку, вывел, на чубарую лошадь посадил, повез домой. Едут они, вдруг увидел он на пути лисицу, не мог удержаться и говорит: «Поскочу я в тайгу за лисицей, скоро вернусь, а ты поезжай по этой дороге. Дорога, дорога разойдется на две стороны, на восток будет повешена соболья шкура, а на запад шкура медведя с белой шеей. В ту сторону не сворачивай, поезжай той дорогой, где повешена соболья шкура». Сказал и ускакал. Отправилась девушка дальше одна и доехала до того места, где дорога на две стороны расходится. Как доехала, так и позабыла, что наказывал ей Харджитберген. Поехала по той дороге, где повешена медвежья шкура, и приехала скоро к большой железной юрте. Вышла из юрты дьяволова дочь, в железные одежды одетая, с одной крученой ногой, с одной единственной крученой рукой, с одним на самой середине лба противным мутным глазом, с длинным черным языком, опущенным на грудь. Схватила дьяволова дочь девушку, стащила с лошади, сорвала кожу с ее лица и набросила на свое лицо. Весь убор-наряд сняла с нее, сама в него оделась, девушку через юрту бросила. После того села дьяволова дочь на чубарую лошадь и поехала на восток. Наверное, многие из вас поняли, что эту сказку мы знаем как «Старуха Бейберикен с 5 коровами». Я вам прочитала только небольшой отрывок, а если вы прочтете всю сказку сами, то узнаете об обычаях якутского народа. Например, о том, что платили колым скотом и лошадьми. Колым, ребята, это выкуп за невесту. Или о том, что невеста, вошедшая в дом, первым делом должна разжечь огонь в очаге. Как и все другие сказки, эта сказка тоже учит добру, хорошему бережному отношению друг к другу, к природе. А на этом я с вами прощаюсь. Будьте с нами, читайте сказки.